Коллектив авторов Международного дискуссионного клуба «Валдай» подготовили доклад о том, какие выгоды получит Россия и страны Центральной Азии от сопряжения проектов Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Через Казахстан и Центральную Азию могут проходить рентабельные и безопасные транспортные маршруты, соединяющие колоссов современной мировой экономики – Европу, Восточную и Южную Азию. Значительный потенциал развития в регионе авиационных хабов для гражданских грузовых перевозок. Обладая большим потенциалом, Центральная Азия долгое время была отдалена от основных центров мировой экономики и политики. Однако в 2015 году можно говорить о возникновении момента Центральной Евразии, уникального стечения международных политических и экономических обстоятельств, позволяющих реализовывать потенциал сотрудничества и совместного развития государств этого региона. Главными движущими силами превращения центра Евразии в зону совместного развития станут проект экономического пояса «Шелкового пути» и евразийская экономическая интеграция, лидерами которой выступают Россия и Казахстан, а также Беларусь. Тем временем оппоненты подобного союза указывают, что Россия, как и Центральная Азия, станут лишь перевалочными пунктами и сырьевыми придатками могущественного Китая. Стоит ли этого опасаться и есть ли у России и Центральной Азии другой путь? Комментарий заведующей сектором Института экономики РАН Елены Кузьминой. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Плюсы, конечно, то, что китайские инвестиции, они достаточно много могут дать сопряжению этих двух проектов, в экономического развития «Шелкового пути» и Евразийскому экономическому союзу. Дело в том, что когда мы говорим о транспортных проектах, то здесь скорее и транспортной инфраструктуре, здесь плюсов, пожалуй, больше, чем минусов, хотя, допустим, если мы говорим о России, то эти проекты, они параллельные, транспортные проекты. Российский, ТОКСИП, ИБАМ и тот проект, который идет через Китай, Казахстан в Россию, эти дороги идут параллельно, и они в определенной степени конкурирующие, хотя чиновники говорят о том, что это совершенно разные пути, и по ним транспортируются разные товары и разные грузопотоки. Это выгодно с экономической точки зрения, потому что для России, для Центральной Азии, для Китая эти проекты сокращают почти вдвое по времени, а соответственно и финансово перевозки грузов в Европу и дальше.